Добрый день, Константин. Уже было сказано, я из левой организации Комитет за рабочий интернационал. Основной идеей сегодняшнего собрания, как мы полагали, будет обсуждение конкретно проблемы концлагерей и ксенофобной государственной пропаганды вообще. Ни для кого не секрет, что та ксенофобная пропаганда, которая сейчас проводится Кремлем, это попытка всего-навсего увести внимание людей от самых насущных проблем. Все мы знаем про коммерциализацию образования, коммерциализацию медицины, которая сейчас идет просто какими-то ускоренными темпами, про все те социальные проблемы, которые накопились и которые действующей властью решаться никак не будут. И типичная абсолютно, это не какая-то российская особенность, типичная тактика власти, в данном случае, власти, которая представляет интересы крупного бизнеса, это стравить всех трудящихся между собой. Да? Вот до этого была такая волна, особенно сильная, гомофобной пропаганды. Нас пытались убедить в том, что все наши проблемы, это значит падение уровня нравственности, морали, от насилия геев и ЛГБТ. Теперь переключились в очередной раз на мигрантов. Нас пытаются убедить, что вся преступность, она из-за мигрантов, низкие заработные платы из-за мигрантов. В общем, все у нас из-за мигрантов. Стоит только, собственно, их выгнать, и все у нас наладится. Вот. Ну и концлагерь — это, собственно, одно из конкретных проявлений этой ксенофобной пропаганды. И эта пропаганда, она особенно усилилась перед грядущими выборами мэра, что характерно, абсолютно все кандидаты в мэра Москвы, что провластные, что оппозиционные, вот общим местом всех кандидатов является антииммигрантская риторика, причем очень сильная. Никто из кандидатов в мэры Москвы не предлагает никаких решений по решению конкретных социальных вопросов, да, тоже медицина, образование, жилья, транспорта. Ничего конкретного нет. В принципе, программа у всех кандидатов в мэра Москвы, она примерно одинаковая, они сами это признают. Вот антиксенофобная программа, точнее ксенофобная именно, антииммигрантская, она у них первым пунктом идет, и они фактически там от Собянина, Митрохина до Навального соревнуются, чья программа более антииммигрантская. И вот такая пропаганда, она помимо того, что конкретно ее проявление, помимо того, что организуют рейды по рынкам, по местам проживания мигрантов и фактически забирает всех просто там, по цвету кожи, там, по языку, даже у тех, у кого есть регистрация и разрешение на работу. Вот была же информация, да, что в лагере находятся не только нелегальные мигранты, но и люди с документами со всеми. Да? То есть такая открытая такая облава. С одной стороны на мигрантов, с другой стороны вот эта пропаганда, она показывает всем этим прикормленным ультраправым бандам, что можно нападать, можно обирать, вообще можно развязывать руки всяким фашистским группировкам. Необходимо поднимать вопросы привлечения к уголовной ответственности организаторов незаконного лишения свободы людей, многие из которых работали вполне легально. Во-вторых, я считаю, что необходимо инициировать привлечение к ответственности, пусть юристы скажут, возможно ли тут уголовная ответственность или только гражданская, тех работодателей, которые не оформили в законном порядке работу на них рабочих. Почему простой наемный рабочий должен отвечать за то, что работодатель не потрудился, пожмотился оформить его в законном порядке? Абсолютно поддерживаю предложение, что нам не важно, собственно говоря, в каких условиях будут содержаться лагеря, потому что мы против, в принципе, любой тюрьмы, как бы она ни была обустроена. То есть, поэтому, да, закрытие лагеря сейчас, потому что она надела в центре Москвы, но правительство собирается открывать еще 83 других, вот, поэтому нужно это пресекать.
Огромное вам спасибо, то, что впервые я вижу славянскую вечность, когда собирается и молодежь, и поднимает такую глобальную тему. Тема очень глобальная. Вы знаете, что люди в возрасте от 17 до 30 лет практически стали жить при рабовладельческом строе. Об этом мы говорим, неоднократно, выступаем в разных телеканалах. Я очень поддерживаю митинг только в том случае, если в митинге мы будем говорить, сможем посадить за один стол, созвать саммит стран СНГ, где должен каждый президент отчитаться. Он куда отправился его гражданину, какая страна их принимала. Страна, которая Россия сегодня, значит, открыты границы. Поэтому почему должен быть виновный, простой, молодой парень, который трудится на территории этого государства, и благодаря его сегодня было построено все, как же построено было многочисленные пирамиды в Египте бесплатно. Вся Москва построена благодаря трудовым мигрантам из республик Средней Азии. До сих пор они трудятся. У них нет прав. Я очень хотел бы сегодня, что здесь увидеть различных международных правозащитных организаций, которые получили большие гранты за рубежом. Должны идти впереди митинга, в один ряд, как, значит, там Галушкина, Лида Графова, Брод, Новицкий, Хельсинский группа называем. Где они? Вот они же говорят, где находятся. Когда вот идти в тюрьме там, за Ходорковским, мы все идем, защищаем. Да, он не виновен в каком-то плане, потому что такие, как Ходорковский, полно у нас. До сих пор Сердюков находится на свободе. Дальше наши действия. Значит, сделано очень много общероссийским общественным движением трудовых мигрантов. Мы видим, мы имеем свой анализ, мы знаем конкретно, пунктом, если у вас будет протокол или резолюция, запретить ловить по городу мигрантов, поскольку мы готовы отдать схему правительства Москвы, Федеральной миграционной службы, где находится основная масса граждан, и, соответственно, их руководят чиновники при московском правительстве, при Московской области правительства. Поэтому порядка 25 рынков будут закрыты автоматически. Они там находятся в рабских условиях. Поэтому введение вызова режима – это самый для всех нас глобальный вопрос. Это сохранение наших отношений на уровень 91 года. Любить друг друга, уважать и приехать в Россию, посещать театры. Если это вызов режим не будет, то местная власть, страна доноров, никогда они не повернутся лицом к собственному народу. Если у меня всю жизнь будет это бардак, который вокруг, сегодня говорим, российский народ говорит, ну, небезопасно жить в России, правильно жить, даже в Москве. Нет, еще похлеще, самому мигранту здесь тяжело, потому что сами друг друга они уничтожают среди, как можно говорить, ночи, когда прибывает группа организованных преступников, ОПГ, и среди трудовых мигрантов уничтожает собственных своих граждан. Мы же не Бог и не судья, это все остановить, это все влияет. Мы должны работать в этом направлении, помочь в каком-то плане, тоже правительство есть. Ну, власть или не хочет работать с национальными диаспорами, может, благодаря вас получится. Вы знаете, прекрасный лозунг, Тобольский марш идет. О чем они предлагают? Вы за страна без мигрантов, страна без Северного Кавказа. Но я до этого встречался со всеми лидерами национальных патриотов России, в том числе с теми, которые были русскими руководители. Визовый режим? Абсолютно. Визовый режим для чего сегодня? Для того, что если 1,5 миллиарда населения Китая сегодня прибывает в Россию, с визами у них проблем не возникает почему-то. А почему мы должны идти в Россию, при этом имеем 2 миллиона граждан Таджикистана, и при этом говорим, что наши граждане уезжаются? Нет. Надо вести вывод, кто прибывает сюда и с какие цели прибывает. А следующий, надо нации сохранить в Таджикистане, что они возвращались назад. У нас призывной возраст не возвращается назад до 27 лет. Боятся служить в вооруженных силах. Каждый 10 не получает заработные платы, в России тоже мы знаем. Это все связано с тем, что страна не хочет контролировать своих граждан. Поэтому мы предлагали, что на территории каждого рынка у нас есть почти до 1000 квадратных метров жилья. Построено кроме трудовых мигрантов, за это получает работодатель деньги. В этих местах, если человек нарушил, не хочет, пускай говорит, пускай там кормят, одевают, обувают, самолеты прибывают, человек уезжает на родину. Мы должны об этом сообщать родителям. Поэтому граждане должны, в Таджикистане имеют отвечать, должны возвращаться на родину. Вместе с нами, соответственно. Их нет, потому что граждане России, что вместе с нами уехали. А сегодня 1 миллион граждан Таджикистана получили гражданство Россию. Тоже пускай уезжают на родину. Ничего страшного там нет. Выходила марш равенства и радужная ассоциация. Вот я хотел бы сделать замечание вот, товарищу Читана о том, что как бы,
вот упование на визовый режим, вот, как бы, раньше не было визового режима, а после введения положения с правами нормализуется, вот оно, как бы, мне кажется, не совсем оправданно. Надеяться на то, что вот, как бы, визовый режим ведется и потом постепенно, значит, положение нормализуется. Наоборот, мне кажется, для Таджикистана была бы, значит, для таджикских рабочих, значит, перспективным является путь, значит, ну, добиться тех прав, которые имеют, например, значит, трудящиеся из Белоруссии. Я хочу ввести ясность. Вы не подумайте, там приехал таджик и сказал, что виза оказаться в России нет. Мы говорим о трудовой визе. Ни один студент не получит визу. Потому что в Таджикистане более 120 тысяч сегодня живут русскоязычные. И по отношению к ним не будет. И по отношению к миллион таджик, которые граждан, тоже не будут. По отношению к россиянам не будут. Трудовая виза. Если русский человек хочет, российские граждане приехать в Таджикистан работать, какая трудовая виза? В чем причина здесь? Причина в том, что у нас 30 лет, которые сегодня граждане Таджикистана, а Союз развалился 24 года назад. Они писали, читали на родном языке. И вся жизнь они прошли вот здесь с родителями, потом сами остались. Мы говорим подготовить вперед. Это временные вызовы. Это не постоянное действие. Но противники вызовы что? На возвращение граждан, а самое главное, их ищут родители, не могут забраться детей назад. А что делать человек неграмотный, не ходил в школу, не учился в России? Что с ним? Возвращаемся назад, обучаемся с 9 по 11 класса, выбираем специальности, приезжаем в Россию на уровень тракториста, инженера, права. Кем хотите, мы приедем назад. Но без России Таджикистан сегодня не выжил. Это наш общий брат и общий наш стратегический партнер же. И никогда Россия по отношению к Таджикистану не будет вести визовый режим. Почему такую фразу мы использовали? Потому что когда летчики были арестованы, первого вечера что? Вызовый режим. Мы говорим, давайте уберем пункт у любого депутата, у любого лидера партии. Вызовый режим, мы согласен. Все исчез. Господин Собянин сейчас в пунктах нет вызового режима. Только надо убрать нелегальную миграцию. Да, спасибо за внимание. Я бы выделил отдельно кампанию по кавказцам. То есть это все-таки не одна и та же история. Мигранты это мигранты, да, и здесь есть формальное нарушение законодательства Российской Федерации. Плохое законодательство, хорошее законодательство, да, но фактически оно есть. И мы должны требовать это законодательство менять. Вот. А с кавказцами здесь ситуация совершенно иная, да, это фактически этнические чистки. Это фактически возвращение там, к началу 90-х годов, к пику там, антитеррористических кампаний, да, когда вот именно по цвету кожи, по чертам лица тебя кладут на землю, бьют и говорят, что ты чурка не русская, тут в Москве делаешь. Вот. На мой взгляд, это нужно отдельно. То есть вот три, я думаю, основные компонента. Да, это борьба против визового режима, это борьба против квотирования, и это борьба против этнического подхода, то есть фактически против государственного национализма. Вот я вижу так.